Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. У меня от Афганистана с тех вещей, но это от ремня уж самого нету. Это немного еще дембельский альбом Ринат Хабибуллин сейчас бережно хранит у себя дома. Как говорит мужчина, тогда о сувенирах не думали, просто выполняли свой долг. В Афганистане казанец оказался почти сразу после ввода советских войск. Туда в начале 80-го года 18-летний срочник советской армии отправился добровольно. Представляете, 2 месяца прослужив, только еще и ничего практически не зная, и тем более там утро подъем и так далее, все это, вроде как бы устаешь от этого. И, естественно, было интересно, но поменять место, может быть, там где-то что-то по-другому будет. Молодого мотострелка определили снайпером, его часть разместилась в районе Кабула. Первое время приходилось жить прямо в поле, в землянках. Машина стоит, была машина пехоты, поле и машина, и тентом накрыта землянка. Тент презент есть, короче, мы туда спускаемся. Там вот так вот, если взять квадрат, вот так на земле лежат человек 8. На своей базе советские интернационалисты подолгу не задерживались. То и дело отправляясь в спецоперации или, как сами говорили, рейды в разные районы, порой труднодоступные, горные. Это была и гуманитарная помощь жителям кишлаков, и боестолкновения, как говорили, с душманами. Сейчас очень многие ездят, устанавливают там обелиски, памятники и так далее. И встречаются с этими же духами, которые были своевольны. Они оценят очень хорошо нас. Говорят, вы были на самом деле настоящие солдаты, вы воевали. Американцы не воюют. Они заехали, отстреляли, убили там. За 21 месяц службы Ринат Хабибуллин потерял много боевых товарищей, в том числе и казанского друга. Как сейчас говорит ветеран, Афган научил многому и, главное, взаимовыручке. Мы почему дружим-то? Почему афганцы говорят, да? Потому что как-то там нас вот именно в этих условиях как-то сплотило. Вот это вот, дружим, поняли, что это такое. Потому что, здесь нельзя. По-другому там нельзя. Там или ты, или тебя, или вместе, или все вместе, вот такое. Ринат Хабибуллин вернулся домой без единого ранения. Его наградили медалью за боевые заслуги. Сейчас мужчина работает педагогом, помогает готовить юноармейцев, часто встречается с молодежью и учит их быть настоящими патриотами страны. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.